9 утра до 20:00 волонтеры благотворительного фонда «Тешим» и клуба добрых людей сортируют, упаковывают и принимают помощь от жителей республики ящики, подписывают на русском, английском, арабском языках, запечатывают и целыми поддонами складывают в отдельный сектор. Мы продукты собираем отдельно на поддоны, полностью купим отдельно продукты, отдельно сладости, гигиену отдельно, полностью, медицинские препараты отдельно собираем. Все необходимые препараты мы собираем на каждый поддон отдельно. Полностью все группы идут отдельно, чтобы они между собой не путались. Мы собираем отдельно, отвозим второй склад. У нас этот склад полностью заполнился, поэтому мы все переносим в второй склад. И взрослые, и дети, все в едином порыве спешат по своим возможностям облегчить жизнь братьев и сестер из Палестины, страдающих от сионистского режима. Из всех опрошенных волонтеров никто не признается, что устал или голоден. Все молятся за улучшение положения палестинцев. Сегодня 10-й последний день сбора гуманитарной помощи для жителей Палестины. Лишенные еды, воды, благ цивилизации, ценный груз из Ингушетии для них доставят по согласованию с МЧС России. В первую очередь это медикаменты, генераторы, горелки, электроприборы, продукты питания, средства гигиены и обеззараживающие. Обезболивающие, антибиотики, это шовный материал, это мы к этой категории относим также костыли, инвалидные коляски, трости, все то, что может облегчить состояние людей, которые находятся в больнице, либо находятся, в принципе, в тяжелом состоянии. У нас неоднократно были на большие суммы сделаны пожертвования в виде каких-то вещей. Вот сегодня Сад-Гигант на 3 миллиона практически закупился, и там и детские смеси, консервы, и генераторы, по-моему, даже больше, чем на 500 тысяч. По поручению главы Ингушетии Махмуда Али Кариматова во всех районах и населенных пунктах республики открыты пункты приема гуманитарной помощи. По последним подсчетам КДЛ и Тешим собрали более 130 тонн гумпомощи. За вчерашний день было собрано более 55 миллионов рублей. Пришедшие на пункт избегают телекамеры и пополняют копилку скрытно. Приходят семьями, кто помогает материально, кто сам закупился необходимым. Адам Мережков, Султан Булгучев, Новости 24.